В эту субботу Москва отметит День города. Российской столице исполнится 878 лет. К этому событию приурочен концерт уже полюбившегося дуэта «Пиано-дуо». Первым номером они исполнили композицию Сергея Рахманинова «Весенние воды». Каждое выступление встречают бурными и искренними овациями. Подготовка к концерту была кропотливой. Ежедневно репетируя, артисты оттачивали каждый элемент. Выходя на сцену, несмотря на небольшие нотки волнения, музыканты готовы поражать и радовать своим мастерством. Каждый раз это волнительно, каждый раз это очень ответственно для нас и для музыкантов. И мы каждый раз переживаем, волнуемся, но очень ожидаем аплодисментов, ожидаем, что будет успех, и держим крестики, как обычно. Я надеюсь, все пройдет так, как мы и планируем. Во всяком случае, мы очень постараемся поделиться своими эмоциями, своей любовью со зрителем. Фортепианный дуэт «Пиано-дуо» и Государственный камерный оркестр Республики под управлением Давида Терзяна не перестают удивлять любителей классической музыки и своих поклонников. Зрители с первых нот узнали мелодию знаменитого мультфильма «Дисней. Красавица и чудовище», доброй истории, знакомой с детства, а впоследствии снятого фильма. Среди множества разнообразных музыкальных композиций звучит саундтрек весьма популярному кинофильму «Миссия невыполнима», мелодии и кадры которого узнаются с первых секунд. Праздничный концерт приурочен ко дню рождения Москвы. Концерт организовал Дом Москвы в Сухуме при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей и Московского дома соотечественника. Мы ежегодно проводим разного рода мероприятия культурно-массового характера, детские различные образовательные, культурные мероприятия, мероприятия для молодежи. И ежегодно сложилась такая традиция, что ежегодно мы празднуем День Москвы, как День города Москвы. В этом году мы решили скооперироваться с Государственным камерным оркестром Республики Абхазия во главе с Давидом Терзян и с дуэтом «Пиано-дуо», с тем, чтобы отпраздновать День города Москвы в Большом зале филармонии с праздничным концертом. В программе были представлены произведения российской и мировой классики, которые точно не оставили зрителей равнодушными. Мне очень понравилось это выступление, как играли на пианино Нелли, как все играли. Это было очень красиво. Это просто шедеврально, это просто грандиозно, и все песни для нас, конечно, это все песни любимые. Работа дирижера. Если внимательно смотреть, после каждой композиции он жестами хвалит музыкантов. Это настолько важно и настолько трогательно и трепетно, то, что он поощряет их после выступления, показывает, что они молодцы, что он доволен их работой. Это очень приятно. Я под таким впечатлением, особенно саундтрек фильма «Осень в Нью-Йорке», мы плакали. Классическая музыка – это великое наследие, которое останется с нами навсегда и которое настолько многогранно, что может находить свои отголоски и звучать по-новому в знаменитых кинофильмах, добавляя им новый незабываемый оттенок. Айлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение.